Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня поговорим о культуре эвенов. Наверняка все восхищаетесь их удивительными танцами, песнями. И мы сегодня вас познакомим с их костюмами, с их обрядами и традициями. А расскажет нам обо всем об этом молодой методист этнокультурного центра «Гарпан». Как видите, красивая девушка Рада Малышева. Здравствуйте. Здравствуй, Рада. Расскажи нам, кто твои родители, с какого года ты привилась к национальной культуре, шьешь ли ты сама одежду? У меня мама чистокровная эвенка, а папа якут. Все знания, которые я получила про именно эвенскую жизнь, про их костюмы, про обработку ровдуги, я получила от бабушки. Сама я начала шить очень рано, лет в 7. Меня бабушка как раз научила шить вот эти такие маленькие кругленькие орнаменты. Это означает солнце. Так с этих узоров? Да, как раз все началось. Вот, как интересно. Ага. Расскажи, пожалуйста, про технологию приготовления ровдуги. Сперва как раз убирают шкуру, потом смачивают в канаге. Вот, вначале берется шкура оленя. Да. Угу. И ее смачивают чем? Сначала убирают все ножом, вот, шерсть. Без никакого намачивания сразу убирают шерсть ножом. Так, да. потом? Потом дают высохнуть, а после того, как он высох, уже смачивают канагой. А это канга, это что? Это полувареное содержимое желудка оленя. Как интересно. Ага. И под желудком оленя мех лежит сколь долго? Сутки. А после того, как прошли сутки, все это вытряхивают, а после уже убирают остатки шерсти. А потом она становится такой мягкой, податливой, да? И уже начинается процесс шитья. Да. Вот я вижу красные, черные орнаменты. Да. Они что-то означают наверняка. Красный? Красный – это благородство, цвет солнца, цвет процветания, а черный означает землю. Все начинается с земли. Да, конечно. И вот очень интересный головной убор. Наверняка тоже что-то означает, да? Посмотрим. Да, это сета, которые использовали в роду. Как раз можно заметить, что тут несколько родов. Ее бабушка принадлежала к эвенам. Ты прям читаешь по узорам? Да. Наверное, так, которые занимались промыслом рыбы. Да, рыбы. Вот как раз можно увидеть разные цвета голубых оттенков. Да. А коричневый оттенок? Это цвет земли. Ну, как раз уже дальше можно посмотреть по фартуку. Вот эта птица называется тюгес. Как раз наша локальная группа принадлежит к эвенам тюгесирам. По-якутски эта птица называется чорос. У нас ее называют по-простому тюгес. Вот. Она является нашим предком. Была такая легенда о том, что как раз именно она привела их в эвено-батантайский улус. Да ты что? Да. Своим клокотанием. Да. Да. И за ней последовали. За ней последовали, вот так и нашли место. И вот эти тоже. А внизу это? А внизу это уже, как можно увидеть, 3 как будто горы. Это маленькая. У нас разделяются на верхние бутантайские, нижние бутантайские и тюгесирские наследия. Вот. Вся история эвенов в одном фартуке. Да. Да ты что? А какой костюм ты сама шила? Я помогала в обработке ровдуги. Как раз вот я надела его. Костюм, который надет на тебя, и почти все как раз головной убор вот этот. Ты сама шила? Да. А вся выставка называется? Тюгесир Хананмал, а в переводе это означает мастерица тюгесира, потому что на выставке у нас представлены работы 6 мастеров. Что ты делала для того, чтобы организовать эту выставку? Летом этого года я как раз участвовала в гранте президентском, написала проект «Давьяникен Алмагар. Восстановим связующую нить с предками», чтобы как раз целью данного проекта являлось возрождение материальной культуры эвенов. Это как раз наши костюмы, потому что мы действительно уже утрачиваем самобытную красоту
еще про другой костюм расскажи. Как раз можно еще по этому костюму узнать про ее хозяйку, например. Ага. Вот как раз фартук рассказывает нам о том, что она замужем за якута. Он, Да. да, Это где написано? вот пример. Вот. Вторая бляшка. Конь означает, что у он неё коневод. муж Коневод. коневод, И, якут. да. Ага. Она принадлежит к роду Эвена Тюгасира. Мгм. У нее есть дочка, она ей передала свои навыки. Помимо этого, она является хозяйкой очага, ну, управляет всем сама. Хранительница домашнего очага. Да. Да. Также у нее есть сын, он охотник. Я вижу ключи. Вот ключ, вот ключ. Да, Они что это означают? связано с домом. Я храню в себе все знания своей культуры, традиции и обычаи. Как раз. Вот, кстати, вот. Также у нее есть корни эвенки. Вот такой узор именно есть. Вы, наверное, замечали либо видели. Это детский костюм. Тут уже все как раз символ солнца. Тоже исконных занятий, Да. узоры. А в какие национальные праздники одевают сейчас эти костюмы? Во время ежегодного праздника Айанни Мелани, это когда? пробуждение природы летом, в конце июня. Это у нас как Новый год. Как наш ИСЭХ. Да. Ага. И во время слета оленеводов. Это когда? Это в конце марта. Мгм. У вас очень интересные соревнования, на оленях катаетесь. Да. Ага. Хэджи танцуете. Еще какие у вас обряды есть, которые вы в эти праздники обязательно соблюдаете? Во время этих праздников мы обязательно соблюдаем обряды очищения Долпурге, обряд кормления огня и немат. Обряд очищения происходит обязательно дымом, да, или как очищаетесь? Именно обязательно дымом. Ага. А какую траву используете? Можжевельник и багульник. Это определенный день или можете в любые дни года, месяца? Любой день можно даже сделать. Вот когда новый гость приезжает, мы обязательно вот этот обряд Перед тем, используем. как он зайдет в юрту, вы его очищаете? Да. Ага. А обряд кормления огня? Обряд кормления огня — это когда мы только-только начинаем праздник. Вот тогда только соблюдаем. Да, в самом начале праздника. Да. Ага. Его проводит как раз старейшина. Это обязательно должна быть женщина 65 лет. Уважаемый человек Да, года. да. Мгм. Я- И как это все происходит? Мне это нельзя показывать, к сожалению. Это молодые не должны показывать, Да, да? вообще не должны показывать. А так обычно кормят чем? У нас кормят, преподносим мясо Ага. и жир именно желудка, именно оленя. Оленя. Да. Например, мясо горного барана мы во время обрядов не используем. Расскажи про обряд немат. Обряд немат связан именно с охотничеством. Когда кто-то из охотников первым добывает Добычу. добычу, он должен преподнести его к другому человеку, либо к старейшине, или к человеку, которого уважает, чтобы он его благословил и на дальнейшую удачу. Обязательно тогда первая добыча дарится. Да, Он тебе не оставляет. да. Это, кстати, до сих пор у нас соблюдают. Вот. Особенно молодые люди. Приучает к почитанию Да, именно старшие. уважаемых старших людей, да. Рада, это настенные коврики, да? Нет, это украшения для оленей. Да, их как раз вешают на спину. Вот их. Да, И, конечно же, в определенный день во время света оленеводов. их украшают. Да, Ага. А это украшения, которые вешают на морды. оленя. Да, Наверняка им неудобно, наверное. да, к сожалению, неудобно.
только во время марша. А человек может сесть на нарядного оленя? Если только его будет вести другой человек. Только в таком случае. Да, только в таком случае. Да, это наш герб. Вот как раз 3 поселка: Сакырыр, Батакайлыта, Кустур и Чархалах. Мгм. А тут прям природа расписана. Да, вот можно увидеть Илуму. И красно-желтые Да, цвета. уже как в других тех костюмах. Это уже символ солнца. Так, теперь мужским костюмом. Итак, это один из мужских костюмов. Да. Мгм. Как раз вот такие шубы носят в дальних поездках и во время охоты. Они теплые. Да, можно посмотреть. Мгм. Изнутри нет специальной подкладки. Мгм. И для этого носят вот такие рубашки или курточки легкие. А ворот шьют широким специально, чтобы они могли защищаться от ветра. И Поднимает да, шум, да? да, чтобы снег ему в лицо не попадал и в шею. А здесь используют шкуру какого зверя? Так, горного барана, Вот, да? да, и зайца. Мягкая часть. Да, заяц. М. А шапка это уже шерсть с этими, шкура теленка и зайца. А в Да, это пыжик. в этой одежде можно на снегу ночевать? Да, но не сутками. Одну ночь можно, да? Да. А вот костюм на Виктора Борисовича. Он очень интересный. Угу. Вот, получается, можно увидеть различия. Да. Потому что внешняя сторона это ровдуга. Ее специально продымляют, чтобы она не промокала Под дождем. под дождем, и еще из-за мокрого снега тоже. И вот внешняя сторона это шерсть горного барана. Она как раз удерживает еще тепло. Вот. А еще сзади можно еще заметить якутский тросхал, оберег. Знакомый узор я вижу, да. Да. Ага. То есть вы используете также якутский узор. Да, потому что они уже у нас были в 19 веке как раз. Вошли в обиход. Да. Мгм. Вот этих костюмах тоже они есть, кстати, например, у меня. Вот, например, да? Да. Якутский узор. Да. Тут. А тарбаза какие шикарные. Вот тарбаза, кстати, специально используют во время охоты. Такие тарбаза специально шьют из камуса лося, потому что они намного износостойкие, и они не пропускают влагу. Так, то есть до поздней весны их можно носить. Да. А это костюм подростка, да? Да, это подростковый костюм. Тут можно увидеть курточку и штаны гудро Мгм. из ровдуги. Его, кстати, тоже продымляют дважды, чтобы он не промокал. Лёгкий. Да, легкий, свободный, чтобы в нем было максимально удобно, Просторный. да, максимально удобно двигаться, прыгать. Ее обычно носят в летнее время Мгм. и весеннее. А вот эту курточку уже носят зимой и осенью. Так, это женская накидка далес. Мгм. Вот, считают даже как куртку. И еще по-другому их называют найбы. Мгм. Вот. Как раз можно увидеть орнамент солнца. Мгм. Это просто уже стилизованное дальше. Давайте вот посмотрим детскую люльку ББ. Уже многие десятилетия детская люлька БЭБ вышла из обихода, ее заменили современными фабричными изделиями. Данной реконструкцией занималась заслуженная мастерица Кольца Туяра Васильевна. Благодаря ее работе мы можем увидеть вот эту реконструкцию. Изготовление детской люльки БЭБ состоит из нескольких этапов. Первое – это выбор ствола дерева для каркаса люльки. Второе – вырубка дерева при первых морозах, как раз в начале ноября.
Третье – изготовление элементов каркаса. Четвертое – период ожидания придания дугообразных форм. Пятое – изготовление кожаных ремешков. Вот как раз можно увидеть здесь. Из подшейной части оленей шкуры для скрепления элементов каркаса. И последний, шестой этап – это сборка деталей и закрепление кожаными ремешками в сыром виде, чтобы произошла произвольная стяжка элементов каркаса. И в конце, Рада, я тебя все-таки попрошу сказать что-нибудь на эвенском. Ага. Ну, давайте я расскажу стихотворение про северное сияние. Давай. Мен жүгілі үкшетме гелбетті мергелкен, айыңындық инелкен, ай бисідік минелкен, неока мәрі меркендулин, эвен гелкен керендулин, әмітті біневен, немсі дүгені әміркен, стадула ісімді аралбу кәшветті. Спасибо тебе большое за интересный рассказ. Мы всех вас благодарим за внимание. До встречи в новых эфирах. До свидания.